Мужчины с ножевыми ранениями нашли возле подъезда многоэтажки, а в одной из квартир – обезглавленное тело его дочери. В доме, где произошла трагедия, живут многие представители таджикской диаспоры. Соседи хорошо знают друг друга. По их словам, отец девушки владел фруктовым складом на рынке, а муж работал там же грузчиком. Он же и признался в преступлении и рассказал, что до убийства его довел 3-дневный конфликт. Беременная жена заявляла, что хочет развода, сделать аборт и уйти жить к родителям. Во время очередной ссоры он схватился за нож. Пришел домой, говорит, вот сегодня до происшествия этот случай с женой тоже что-то не сложилось там. Пошли разговоры, она сказала, что давай по-хорошему разведемся, я к папе пойду, детей заберу и пойду к папе. И он не видел. Да, вот пойду к папе и на следующий день схожу, чтобы аборт делать ребенку. И он не выдержал в связи с этим, он взял нож и получается, что ударил. И что сделал? Что кайва? Ты кожадан краше грифтам. Кожадан ты краше грифт. Ты тазани бат краше грифт. Да, что за это тава? Как песня? 2 удара в районе груди, где сначала ударил, а потом голову снял и положил. Убив жену, задержанный позвонил тестю, выяснил, что тот подходит к дому и отправился ему навстречу, прихватив тот же нож. С родственником он решил только поздороваться, после чего без предупреждения начал наносить удары. Мужчине удалось ненадолго вырваться, но убийца догнал его и продолжил кромсать. Расправа попала на камеры видеонаблюдения. Шел сюда, в сторону дома. Вот где произошла вот эта ситуация, он говорит, ничего и не сказал, даже как подошел, начал бить. Салон Каи? Поздоровался, говорит, сначала и начал принимать. Бить чем? Лачизари? Корча? Ножом. Мы в редакции посчитали, убийца нанес своей жертве больше 115 ударов ножом. Задержали его случайные свидетели. По счастливой случайности преступные действия данного гражданина были обнаружены сотрудниками уголовного розыска, которые, возвращаясь с работы, сами проживая неподалеку, обнаружили его преступные действия и приняли решение о его задержании. То есть, соответственно, мужчина, несмотря на то, что пытался скрыться с места происшествия, избавиться от орудия преступления, он был задержан, после чего доставлен в отдел полиции. Такой жестокости от задержанного никто не ожидал. По словам соседей, он всегда был тихим и приветливым. И семейных скандалов никто не слышал. В их квартире было всегда настолько тихо, что даже о наличии детей у супругов не подозревали, а его жену видели только в день свадьбы. А больше-то я ее не видала, чтобы она где-то гуляла, допустим, выходила гулять там с ребятишками. Я думала, у них вообще нет детей. Родители убитой в ее семейные дела не вмешивались. У пары остались 2 маленьких детей. Мальчику около 2 лет, а девочке – полгода. Пока ими занимаются органы опеки. Задержанному грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.